Деревянную церковь села Нючпа Кайгородского района восстанавливать будет отец Иннокентий, настоятель Спасского храма села Черныш Прилузского района. Иеромонах построил и возродил не одну святыню в Коме. Он даже старенький автобус переделал в часовню на колесах и теперь выезжает на ней в окрестные деревушки, проводит там крещение и служит молебны. Елена Кононова встретилась с удивительным человеком. Нам надо именно то, что у нас в России сейчас не хватает – молитвы. Только молитва и вера в свои силы, а большего и не надо, чтобы взяться за восстановление храма. В сердцах объясняет отец Иннокентий жителям Нючпаса. Сельчанам еще трудно поверить, что им по плечу возродить святыню, которую поднимали еще когда-то их предки. Главное взяться, а помощь обязательно придет, уверяет иеромонах. Так точно и в каждом селе, когда мы начнем Господа просить, Господь посылает и архитектора, Господь посылает и людей, которые желают потрудиться для возрождения храма, чтобы попасть под покров молитвенный того угодника, кому этот храм освящен. Понимаете, это очень нужно не только жителям сказать села того, где этот храм строится или реставрируется, а это нужно, необходимо для тех людей, которые в данный час какую-то организацию держат. И они тоже нуждаются в помощи Божьей. С таким же недоверием к оптимизму отца Иннокентия относились и в других населенных пунктах, где он принимался за какое-нибудь строительство. Но как только люди видели, что что-то начинает меняться, тоже подключались к благому делу. Так и иеромонах возвел церковь в селе Ношуль Прилузского района, потом спас поруби. Там же в детском саду «Огонек» батюшка организовал церковный уголок. И даже старенький автобус, который ему подарили, он переделал в часовню на колесах. Восстановил и этот храм Черныши, где сегодня отец Иннокентий служит настоятелем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Судьба Чернышского храма мало отличается от судьбы других святынь Коми края. После революции его закрыли, изъяли все, что могло иметь хоть какую-нибудь ценность. Металлическую утварь отправили на переплавку, с книг сдирали обложки, иконы раскалывали, чтобы снять оклады. Все остальное продали на площади. Большой колокол скинули при помощи детей. Школьники тянули конец веревки, которой был обвязан священный атрибут церкви. Сам священник Григорий Мысов был арестован и расстрелян. В строении много лет располагался клуб. На месте, где стоял алтарь, проводили танцы. И только в 21 веке Спасскую церковь вернули православным верующим. На тот момент, может быть, многие думали, что это нереально, это невозможно, что здесь появится церковь. Такая красивая, такая уютная, в ней радостно находиться, в нее приятно приходить. С моей подругой Леной мы частенько выходим погулять. А давай зайдем в церковь, заходим, попьем чаю. Нам здесь нравится. Сам отец Иннокентий, в миру Федор Бенца, родом из Закарпатья, воспитывался в многодетной верующей украинской семье. Всегда хотел стать священником. Поэтому, отслужив в армии, молодой человек поступил в Почаевскую семинарию. Затем был послушником в монастыре, преподавал закон Божий в школе родного села, построил часовню для духовной библиотеки. Сегодня иеромонах строит и восстанавливает святыни уже в Коми крае и людей за собой ведет. У него вот есть какое-то расположение к людям, он притягивает к себе людей, молитвы, это я чувствую. И он у меня сейчас духовной отец. Если вот что-то неладно, я всегда стараюсь с ним пообщаться. Он мне даст совет, он скажет, какую молитву почитать, помолиться за меня и за всю мою семью. Жизнерадостный, активный, легкий на подъем, любит деревню, исконные традиции и старается по возможности следовать им. Все время что-то строит да ремонтирует. Недавно сделал к церкви пристройку для трапезной. Даже корову завел, чтобы у общины всегда было молоко свежее. Елена Кононова, Владимир Кривцун, Борис Фомичев, телеканал Юрган.